Сегодня в 12:50 по местному времени на территории восточного Таджикистана в горах Памира произошло сильное землетрясение. Магнитуда толчков составила 7,2 балла, сила около 8 баллов по шкале Рихтера. Глубина залегания очага всего 10 километров от поверхности земли. Буквально за основным толчком последовала серия других, слабее. Очаги располагались не только в Таджикистане, но и в Кыргызстане. Второй сильный толчок был на территории Нарынской области Кыргызстана. В эпицентре зафиксировано сотрясение силой до 6 баллов. По последним данным, в районах, близких к эпицентру первого удара, есть разрушения. Продолжительность основного толчка составила около 1,5 минут. Эпицентр землетрясения находился в Мургабском районе, почти в 100 километрах от поселка Мургаб и 140 километрах от Хорога, и всего в 22 километрах от озера Сарес. Пока только оттуда поступает сообщение о разрушениях нескольких зданий. На месте создана комиссия по оценке ущерба. Однако, как это бывает в горных отдаленных районах, сообщения о жертвах и разрушениях могут прийти только спустя часы, а то и сутки. О ситуации с места событий рассказывают местные жители. Это землетрясение было намного сильнее предыдущего. У людей была истерика, многие пострадали в результате давки в Хоровском государственном университете. Здание данного университета также получило разрушение. Сильные разрушения зафиксированы в Бартанском районе. Около 39 домов разрушены полностью и 52 частично. В Иличурском кишлаке Мургабского района также разрушена школа и 4 жилых дома. Что касается человеческих жертв, то пока известен только один случай в Ванчском районе, где в результате камнепада погиб водитель грузовика. И хотя землетрясение было в отдаленных горных районах, толчки почувствовали и в Душанбе, и в Хороге. В социальных сетях душанбинцы пишут, что в панике выбегали из своих домов. В квартирах, особенно на высоких этажах, раскачивались лампы, тряслась мебель и посуда. Толчки продолжались и после основного удара, причем значительной силой, так как повторные авторшоки чувствовались в Кыргызстане, Казахстане и Узбекистане. В Казахстане сотрясение ощутили жители высотных домов Алматы, Шымкента и Тараза, где чувствовалось 3-4 балла. В Бишкеке ощущалось 4 балла, в кыргызстанском селе Иркиштам на юге 5 баллов. Также сотрясения ощущались и в Китае, и на севере Индии. Второй толчок, 6-бальный, произошедший уже на территории Кыргызстана, тоже располагался в высокогорной местности. Подробнее о нем рассказал директор Института сейсмологии Академии наук Кыргызстана Канатбек Абдрахматов. Мы пока сведений о жертвах и разрушениях не имеем. Но это землетрясение оказало влияние и на другие события, которые возникли уже у нас на территории. 14 часов 30 минут у нас на территории Кыргызстана также произошло достаточно сильное землетрясение силой 6 баллов в центральном Тиньшане в районе Каракиче-Минкуш. Сила землетрясения достигала 6 баллов. Я думаю, что на этом активность в Таджикистане не затухнет, потому что обычно землетрясения такой силы сопровождаются авторшоками, то есть землетрясение после основного толчка. Я думаю, что там активность еще будет продолжаться. Сила землетрясений, конечно, будет не такая сильная, но 5-6 баллов еще, может быть, пару-тройку толчков там произойдет. Эпицентр первого таджикского удара располагался всего в 22 километрах от Саресского озера, которое образовалось в 1911 году, также из-за сильного землетрясения. Тогда оползень перегородил реку Мургаб и образовал озеро глубиной более 500 метров. Существует определенная опасность прорыва дамбы в случае сильных толчков и оползней. Тогда, по прогнозам ученых, может возникнуть водяной вал, который вызовет селевые потоки огромной силы и длительности. В итоге затоплению подвергнутся территории вплоть до низовья Амударьи, что вызовет разрушение множества населенных пунктов на территории Афганистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В потенциально опасной зоне проживает около 6 миллионов человек. Я знаю, что там вот этот завал, который, собственно, образовал это озеро, он достаточно стабильный, он достаточно мощный. И я не думаю, что там какие-то проблемы возникнут в связи с этим землетрясением. По сообщению российских СМИ, 201-я военная база в Таджикистане не пострадала. Разрушений на объектах военной базы не зафиксировано, повреждений систем боевого управления и коммуникации нет, сообщили в управлении Центрального военного округа России.